Отстаивая право на собственное жилье, жительница Троицко-Печорска вынуждена выходить на одиночные пикеты и судиться с местной администрацией. Высокий спрос на предоставление помещений отмечается сейчас во всех районах Коми. Люди вынуждены годами ожидать законные метры. Как собираются решать проблему власти, расскажет Наталья Юрина. Подошла к дому, где я прописана. Печорская. Дом 3. Без окон и дверей двухэтажная избушка в Троицко-Печорске. Фундамент местами рассыпался внутри дома, как на каменоломне. На фото, что прислала жительница дома, видна разрушенная крыша, убитое состояние квартир. Сегодня в доме никого не осталось. Опасаясь за собственную жизнь, съехала и Вера Улешова. Сейчас временами снимает квартиру или ютится у родственников. У нас газ провели в 2012 году. Вот все из-за этого и пошло. Ничего не спрашивая нас, что мы-то думали, что это газ, какое-то отопление, будет что-то улучшение. Когда вот это делали это летом, ну пусть даже начало лета. Естественно, когда копали траншею, прямо вот под моим окном в зале, это такой треск стоял, прямо стекла все лопнули. Я, конечно, в администрацию говорю, ну что это такое, говорю, фундамент лопнул. Дом признали аварийным в 2016-м. Экспертизу тогда никто не проводил. Спустя годы жительница решила проверить состояние жилища. Итог – износ дома 87%. Со стороны администрации помещения пока не обследовали. Вере Улешовой власти предлагали вариант в маневренном фонде, от которого она отказалась. В 2017 году, что опять спустили это в администрацию, чтобы предоставить 30 квадратных метров. Я тоже вам отправила этот дом после пожара, там ремонт сделали. Я даже знаю эту женщину, которая ушла оттуда. Она говорит, я около печки просидела всю зиму. Зима была холодная такая. Вот. Я не согласилась потому, что еще, ну куда я поставлю вот эти 3 дивана, как говорится. Дети-то со мной еще были. 3 дивана, там шифонер на 15 квадратов. Они считают, что общая площадь 30, нам на троих это все в норме, все в порядке. Вариант, который устроил бы всех, в Троицко-Печорске не нашлось. В маневренном фонде ограниченное количество квартир. Чтобы ускорить переселение, Вера Улешова обращалась в разные инстанции. От администрации до прокуратуры. Выходила в одиночные пикеты. Дело дошло до суда. Вера Анатольевна у нас стоит в списке на предоставление жилья в рамках программы переселения. Дом, в котором она зарегистрирована, признан аварийным в 2016 году. Соответственно, он идет в последнем этапе программы, которая сейчас реализуется. Вот. Вера Анатольевна обращалась в суд с тем, чтобы ускорить предоставление, да, и чтобы в внеочередном порядке, но насколько у меня есть информация, да, то есть судебное решение мы еще не получили, но судом ей во внеочередном порядке отказано. Вера Улешова настроена идти до конца. Ее очередь по программе переселения должна подойти к 2024-му. В Троицко-Печорске список нуждающихся в жилье намерены сократить строительством 6 новых домов. Участок этот располагается на квартале Южном. Вот. Очень много вопросов задается, почему именно там. Но когда формируются такие проекты, да, то есть и такие земельные участки, рассматриваются все факторы, которые необходимы, чтобы были исполнены, в том числе энергосети, в том числе подключение к теплу, в том числе подключение к воде и канализации. Потребность жилья испытывают и другие категории граждан: многодетные семьи, сироты и ветераны боевых действий. Есть ветераны Чеченской войны, молодые ребята, есть ветераны Сирийской войны. Вот о них надо думать. И мы будем стараться вернуть определенные какие-то годы и все остальное. Вот это мы будем стараться. И списки уже, я всем говорю, идите пишите заявление на получение земли. Слава богу, земельные участки даются. Но жильем пока плоховато. А вот в Усть-Цильме считают, что нужно развивать оба направления и поддерживать семей, стремящихся переехать из районов Дальнего Севера, а также молодежь на селе, выдавая им земельные участки для дальнейшего обустройства. В программе стоит и большое внимание на переселение из районов Крайнего Севера. Это тоже, конечно, необходимо, и это замечательно. Но необходимо также и думать, чтобы и на местах люди также оставались, и все условия для этого создавались в том числе. В Усть-Цильме, как и в других муниципалитетах, эта тема стоит, этот вопрос стоит, и очередность на жилье, конечно же, есть.
Меры, которые собирается предпринять правительство Коми по улучшению ситуации с предоставлением жилья, озвучивались на рассмотрении профильной госпрограммы. Власти о проблеме знают, планируют решать с помощью двух механизмов. Мы сейчас под это дело готовим дополнительное предложение Фонду реформирования, содействия реформированию ЖКХ Российской Федерации с предложением создать либо дополнительные стимулирующие меры, чтобы можно было предложить людям переселяться сюда, в Сыктывкар, либо учреждать госкомпанию, которая возьмет на себя застройку, допустим, в той же Ударе, если не ошибаюсь, 1000 квадратных метров. Из Сыктывкара застройщик туда не поедет, местного создавать, это экономически будет золотой квадратный метр. Этот этап переселения начнется после окончания текущего. До 2025-го под расселение попадут дома, признанные аварийными до 2017-го, о которых Юрген неоднократно рассказывал. Для того, чтобы процесс ускорить, Минстрой Коми обратился в фонд ЖКХ о выделении 4 миллиардов рублей. Там подобные заявки уже одобрили для 41 региона. Наталья Юрьевна, Олег Юшков, телеканал Юрген.